بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله, рабы Аллаха, поистине самая большая благодать и всех благодатей людей рая, обитателей рая, это довольство Аллаха Азза ва Джаль. Это то, что Аллах будет ими доволен, и никогда Он не будет гневаться над ними. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Ва'ад Аллаху аль-му'минина валь-му'минат джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхару халидина фиха, ва масакина таййибатан фи джаннати адн». Аллах Азза ва Джаль обещал верующим мужчинам и женщинам райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно. Аллах Азза ва Джаль обещал для своих рабов, тех, которые уверовали в Него, то, что Он уготовил им райские сады, в которых будут течь райские реки, в райских садах, которые называются Адн. «Варидвану мин Аллахи акбар, залика хуаль фауз аль-азим». Довольство Аллаха Азза ва Джаль превыше всего этого. Это все будет больше всего этого. Это и есть великое преуспеяние. Аллах Азза ва Джаль в этом аяте указал на то, что Его довольство является самым большим благом, чем любые блага, в которых будут находиться люди, которые будут находиться в раю. И поэтому каждый верующий человек должен всегда стремиться достичь довольства Аллаха Азза ва Джаль лучшим образом. Также Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит: «Уль аунабиукум бихайрин мин заликум, лилладзина аттакау инда раббихим джаннатун таджри мин тахтиха аль-анхару халидина фиха, ва азваджу мутаххаратун ва ридванун мин Аллах, валлаху басирун биль айбад». Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов. Всевышний Аллах Азза ва Джаль указал нам, что Его довольство является самым большим благом из всех благ обитателей рая. Также пришло в хадисе Сахих аль-Бухари и Муслим от Аби Саида аль-Худри, то, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Инна Аллаха табарака ва та'аля якулу ли ахли аль-джаннати, я ахли аль-джаннати, фаякулуна лаббайка раббана ва са'дайк». Аллах Азза ва Джаль спросит у обитателей рая: «О люди рая, о обитатели рая». И они ответят: «Мы перед тобой, о наш Господь, мы тебя слушаемся». Всевышний Аллах Азза ва Джаль у них спросит: «Халь радитум, довольны ли вы?» Фаякулуна, они скажут: «Вама аляна ля нарда». Так почему же нам не быть довольным, о наш Господь? «Вагад атайтана малам ту'ти ахадан мин халкик». Поистине Ты дал нам то, что не дал никому из своих творений. Тогда фаякулу Аллах Азза ва Джаль скажет: «Ана у'тикум афдаля мин залика». Я дам вам то, что является лучше всего этого. И они скажут: «Я Рабб, ва айю шейин афдалю мин залик». О наш Господь, что же может быть лучше всего этого? Фаякулу, и он скажет: «Ухиллю алейкум ридвани, фаля асхату алейкум ба'даху абада». Я дозволю вам свое довольство, и после этого никогда не буду гневаться на вас. Это то, к чему мы должны стремиться, довольство Аллаха Азза ва Джаль. Если мы достигнем довольства Аллаха Азза ва Джаль, то и все блага нам достанутся от Аллаха Азза ва Джаль. То есть любые блага, в которых находятся люди рая, обитатели рая, это не будет полноценным, кроме как после того, как Всевышний Аллах Азза ва Джаль будет доволен ими.
И поэтому мы также должны понимать, что есть причины, которые приводят к довольству Аллаха Азза ва Джаль. Первая причина – это вера в Аллаха Азза ва Джаль и благие дела. Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Инна алладина аману ва амилу салихати улайка хум хайруль бария». Те, которые уверовали в Аллаха Азза ва Джаль и делали благие деяния, улайка хум хайруль бария, поистине они являются лучшими творениями Аллаха. Джазаухум инда раббихим джаннату адн таджри мин тахтиха аль-анхар халидина фиха. Ихней наградой будет то, что Аллах Азза ва Джаль уготовит им райские сады в Аден, внизу которых будут течь райские реки, халидина фиха абада, в которых они будут пребывать вечно. Ради Аллаху анху ва радуан. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом Азза ва Джаль. Залика лиман хашия рабба. И это для тех, кто боялся Аллаха Азза ва Джаль. Это для тех, кто был богобоязненным. То есть богобоязненность – это также то, к чему приводит раба к довольству Аллаха Азза ва Джаль. В первую очередь вера в Аллаха Азза ва Джаль, после этого благие деяния и богобоязненность. То есть богобоязненность в том, что Аллах не дозволил, то есть оставляя то, что Аллах не дозволил, и также делая то, что Аллах приказал делать. И также в поклонении Аллаху Азза ва Джаль верующий человек должен соблюдать три вещи в его поклонении. Это чтобы он поклонялся Аллаху Азза ва Джаль с любовью, также чтобы он поклонялся Ему боязнью Его наказания, и также чтобы он поклонялся надеждой на милость Аллаха Азза ва Джаль. И как говорил шейх Абдуллах аль-Гулейфи, в жизни человек должен, чтобы у него были две вещи в первую очередь в поклонении. Это боязнь наказания Аллаха Азза ва Джаль, и также любовь к Аллаху Азза ва Джаль. Но однако, когда человек находится при смерти, именно на смертной орде, он уже больше опирается на надежду милости Аллаха Азза ва Джаль. Почему? Потому что в этот момент у него уже больше ничего и не остается. То есть последние минуты его жизни. И также из причин довольства Аллаха Азза ва Джаль это, чтобы верующий человек был готов пожертвовать своей душою, своим телом ради религии Аллаха Азза ва Джаль. Как говорил шейх Абдуллах аш-Шинкити, хафизахуллах, верующий человек, он должен оберегать свою религию больше, чем своих детей и свое имущество. То есть если мы не будем таковыми, то мы не сможем достичь такого довольства Аллаха Азза ва Джаль, должного образа, которого мы хотим. И поэтому Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Лакад радия Аллаху анил му'минина, идh юбай'унака тахта шаджара, фа'алима ма фи кулубихим, фаанзаля ссакината алейхим, ва атhabахум фатхан кариба». Аллах Азза ва Джаль был доволен верующими людьми, которые дали тебе присягу, о пророк, которые тебе дали присягу под деревом. И Аллах Азза ва Джаль узнал то, что у них в сердцах. И Аллах Азза ва Джаль ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой. То есть после того, как Аллах Азза ва Джаль увидел в сердцах верующих во время похода Аль-Худайбия, когда он увидел в сердцах верующих искренность перед Аллахом Азза ва Джаль, и то, что они были готовы отдать свои души ради религии Аллаха Азза ва Джаль, Аллах после этого стал доволен ими и открыл им намного больше побед, намного больше стран, которого они даже и не мечтали. Также из причин, которые приводят к довольству Аллаха Азза ва Джаль, это аль-бараату минна ширки валь мушрикин, непричастность к ширку, к многобожию и к многобожникам. И также идхару адаватихим, проявление вражды к ним. То есть верующий человек, он хотя бы после того, как он уверовал в Аллаха Азза ва Джаль, отдалился от многобожия, чтобы его религия была полной, чтобы его религия была правильной, у него в сердце хотя бы минимум, в сердце должна быть неприязнь к врагам Аллаха Азза ва Джаль. Это вражда к врагам Аллаха Азза ва Джаль, к неверующим. Это минимальная планка, которая должна у него быть. Да, если у него есть силы, тогда он уже и проявляет свою ненависть к ним. И как Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Ла таджиду каума ю'минуна биллахи вал яумил ахир юаддуна ман хадда Аллаху ва расуля». Ты не найдешь тех, которые уверовали в Аллаха Азза ва Джаль и в судный день, то, что они будут любить тех, кто были врагами Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, даже если это были их близкие родственники. То есть из-за их неверия
они не могут, то есть верующий человек не может любить даже своего родственника именно с той стороны, к которым у него есть вот это неверие. Но свои как бы родственные отношения, да, он их соблюдает, там, будь это отец, мать или сестра и брат и так далее. И также из этих причин, которые приводят к довольству Аллаха Азза ва Джаль, это благое слово. Благое слово, как пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Инна раджуля ла ятакалламу бил калима мин ридваниллахи ма язунна ан таблуга ма балагат яктубу Аллаху Азза ва Джаль лаху биха ридванаху иля йаумил кияма». Поистине человек может проговорить одно слово из того, что приводит к довольству Аллаха Азза ва Джаль, в то время, когда он даже и не думает. Он не думает, что это слово достигнет такого уровня, которого он достигнет. Однако Аллах Азза ва Джаль записывает ему этим свое довольство до судного дня. И также из довольства Аллаха Азза ва Джаль, или из причин, которые приводят к довольству Аллаха Азза ва Джаль, это благодеяние и садака, милостиня. Как Всевышний Аллах в Коране сказал: «Вассабикуна ал-аувалуна миналь мухаджирина валь ансари, валлазина таба'ухум би ихсан ради Аллаху анху ва раду анху. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم». Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. То есть Аллах Азза ва Джаль эти аяты не спустил для мухаджиров и ансаров после того, как они стали помогать друг другу. После того, как после того, как мухаджиры переселились из Мекки в Медину ради своей религии, чтобы помочь религии Аллаха Азза ва Джаль. И также ансары, которые приняли их и даже разделили свое имущество пополам с ними. И также приводится в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, Сахих аль-Бухари и Муслим, о тех трех, которых Аллах Азза ва Джаль испытал разными болезнями. Один из них был прокажен, второй из них был лысым, то есть полностью без волос, и третий был слепым. Аллах Азза ва Джаль сначала дал им лечение от этих болезней, то есть не спаслал к ним ангела, и каждый из них пожелал, чтобы Аллах вылечил каждого из них, и они также пожелали, чтобы Аллах дал им имущество. Первому из них, прокаженному, Аллах дал верблюдов, второму из них, который был лысым, Аллах дал коров, и третьему, который был слепым, Аллах Азза ва Джаль дал овец, огромное количество овец. И после этого Аллах Азза ва Джаль испытал их, не спаслав еще раз ангела в таком же виде, в котором они были во время их болезни. И первый прокаженный пришел к тому, которого Аллах излечил, и попросил у него немного имущества. Тот сказал: поистине, вот это имущество я сам заработал, то есть именно со своим трудом. И отказал ему в этом. Тогда Аллах Азза ва Джаль вернул его в то состояние, в котором он был. Также второй, который был без волос, Аллах его также испытал, и он не прошел это испытание. И его тоже также вернул Аллах Азза ва Джаль к тому состоянию, в котором он был. Единственный третий, который был слепым, когда к нему ангел подошел в том же виде, в котором он был во время болезни, то есть слепым, он попросил у него имущество, и он сказал: поистине, это все мне досталось от Аллаха Азза ва Джаль. Аллах дал мне это все. Ты можешь взять все, что хочешь, забери все, что хочешь. И после этого этот ангел сказал: поистине, я был ниспослан к тебе в качестве испытания, и ты прошел это испытание. Оставь все свое имущество, и пусть Аллах тебе даст благодать в твоем имуществе. То есть из-за того, что он уже был готов отдать вот это свое имущество в качестве милостыни, Аллах Азза ва Джаль его наградил еще большим. И также из этих причин, то есть довольство Аллаха Азза ва Джаль, это довольство родителей. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Рида рабби фи рида л-валиди, ва сахату рабби фи сахати л-валид». Довольство Господа, довольствие родителя. И гнев Господа в гневе родителя. Верующий человек, о братья, поистине вы должны всегда стараться достичь довольства своих родителей, если это не противоречит религии Аллаха Азза ва Джаль.
твой Господь приказал тебе, чтобы ты не поклонялся никому, кроме как Ему, кроме как Аллаху Азза ва Джаль, и проявляй хорошее отношение к своим родителям. И также из этих причин это то, что ты должен быть доволен тем, что тебе предписал Аллах Азза ва Джаль. Также из довольства Аллаха, из причин довольства Аллаха Азза ва Джаль, это использование сивака. Как говорил пророк, алейхиссалату вассалям, про сивак: «Матхаратун лильфами мардатун лирраб». Сивак, он очищает рот и является, и это довольство Господа. И обязательно для верующих людей, для братьев, придерживаться сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Особенно тех сунн, которые пророк, алейхиссалату вассалям, всегда выполнял, такие как дополнительные намазы после обязательных намазов. Таких вопросов даже среди нас не должно было возникать. Делаешь ли ты дополнительный намаз, то есть имеется в виду до и после обязательных молитв. То есть тот, который считает себя из ахлю сунна, он обязательно должен придерживаться этих сунн. Если бы мы еще бы посмотрели бы другие тексты из Корана и Сунны, то мы нашли бы еще много чего, чему может достигнуть верующий человек ради довольства Аллаха Азза ва Джаль. То есть, как он может достигнуть довольства Аллаха Азза ва Джаль. И поэтому, если мы будем придерживаться того, что приказал нам Аллах Азза ва Джаль, и отдаляться от того, что он запретил, будем следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям, то, несомненно, мы достигнем довольства Аллаха Азза ва Джаль. И поэтому каждый человек должен искать довольство Аллаха, даже если люди будут недовольны им. А если же ты будешь стремиться к довольству людей, гневая своего Господа, то в итоге ты не достигнешь довольства ни людей, ни своего Господа. И поэтому, дорогие братья, после того, как закончился месяц Рамадан, и мы поняли, что вот все поклонения, которые мы делали в месяц Рамадан, из выстаивания ночных молитв, из постов, из всех чтения Корана, то есть всех благих дел, мы понимаем, что и дальше мы можем поклоняться Аллаху Азза ва Джаль. Понимаем, что хотя бы в месяц, хотя бы 3 раза поститься можем. Можем читать Коран, можем выстаивать ночные молитвы. И поэтому, то есть если закончился месяц Рамадан, но право Аллаха Азза ва Джаль на своего раба не заканчивается, кроме как с наступлением смерти. «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин». Поклоняйся своему Господу до тех пор, пока к тебе не наступит смерть. И Аллах Азза ва Джаль Господь месяца Рамадан, Аллах Азза ва Джаль Господь месяца Шавваль, Аллах Господь всех месяцев года. Бойтесь Аллаха во все месяцы и оберегайте свою религию. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммаду, альхамдулиллахи раббил аламин.